ночные движения. Думаю, поделиться атмосферой вам с трассы Чита-Хабаровск. Тынч. Хоп. Сейчас переведем. Вот так вот, чтобы было дальний включать интереснее. Едем, в общем. Читы проехали 400, где-то около 500, 480. Сейчас будет знак, посмотрим. Такая тут атмосфера. Это мы заехали на подъем. Тут выемка была. Ну, срезали гору. Еду потихоньку, уже скоро Могоча. От нее уже дорожка прям получше пойдет заметно. Ну, это поворот, она в районе тоже 500 километров. На Якутию именно сворот. Что тут у нас? Поэтому вот я тут обнулил экспериментально. Т3 стоит, это от Читы. Вот расход от Читы по этим горам. 47,9 литра сейчас идет расход за 455 километров. И вот на горнячке едем, 9-я передача, 3-е положение, и катимся. В общем. Ну, вроде должен держать. Обороты даже до 2 не достают. На улице, кстати, в Чернышевске было прям 30-ник. Потом через гору перемахнули, там вот перевал Тена или что-то. Ну, такая высокая, наверное. Перевал Ютена она называется. После него вот стало 17-18. Прям вообще тут мороза нет, считай, для мест, ну, для данной местности. Мы прошлые рейсы ездили в этом районе, всегда было там 36-42, там, где в таком диапазоне. Ну, так расходится машина. Вот тут кто-то ночует на этом. Завернул на аварийный съезд на гору. Ну, у кого тормоза отказали. Ну да, спуск такой тут, наверное, не соответствует знакам дорожным. Тут же трассу делали, ну, чтобы она соответствовала типа первой категории. А на первой категории максимально допустимые уклоны, по-моему, 6% и есть. И тут знаков на подъем все почти 6%, по-моему, один там 10 что-то попадался. И то коротыш такой. Так, все, можно отпускать, потому что пошел подъем. Ну, тут опасность в том, что можно подпрыгнуть. Ну, это знак обычно стоит. И можно подпрыгнуть, стоит знак «Неровная дорога», и сбавьте, ну, там 50-70, что-нибудь такое написано. Потому когда такой знак на этой трассе стоит, надо смело, можно сбавлять до 50, чтобы не превратиться в ракету на взлете. О, вниз спустились, кстати, сразу минус 25, только что наверху минус 17 было. Так, прошу обратить внимание, ни одной встречной машины еще не было. А что, она не пишет, что ли, это GoPro? А, не пишет. 3:50, 4 минуты. Ну, 4 минуты это, в принципе, не показатель для этой местности. Ну, мало машин, при том, что уже все спят. Это мы нон-стопом едем. Получилось так, что мы всех пообгоняли, с кем хотели встретиться. Как раз ночью. Все спали, так по стоянкам же не видно, кто где стоит. Ну, все равно, что будить будешь. Все сзади теперь. Ну, будем тихо ехать, пока там не спеша. Может и догонят нас в обратку. Ну, или уже в Якутске встретимся. Проведем конференцию там. Опа, оп. Вот такие вот. Вот так вот. Вот так вот. Ну вот, видите, ну как раз от фар видно. Какие тут, не знаю, правда, на GoPro в темноте первый раз так снимаю. Ну, что-нибудь увидите так-то. Атмосфера пустоты. Так, выходишь, честно говоря, из машины.
В машине свет выключить, звездное небо, тишина, дремучие места. Ну, вот мы проехали, сейчас поворот с Бега было, и по Домогочи 120, что там еще было написано. Вот это вот расстояние, просто ничего нет. Там, может быть, есть отвороты на какие-то станции, но они все вдоль железки, как бы сбоку этой трассы. Трасса идет просто по лесу. Вот в Могочи будет там кафешка закусочная. Ну, дальше там побольше цивилизаций. Там Семиозерье, Амазар, потом сразу идет Ерофей Павлович. И уже после Ерофея Павловича, по-моему, вот это Сковородино будет, оно как бы в стороне. Большой Невер тоже в стороне, и там на кольце. Ну, мы проедем сейчас мимо поворота на Якутию в этот раз, там ННК заправка, там заправимся до полного и пойдем уже на Тынду. А дальше там уже Якутия начнется за Тындой. Становой хребет надо подняться, будет граница Становой хребет. Он как бы вообще является водораздельным хребтом. То есть все реки, которые с него южнее, они все текут в Амур. А все, что севернее, в Лену, в бассейн Лены уже. И он так идет, идет почти там до Охотского моря. Это все, ну, как бы горная система, может, она и не Становой хребет, там дальше на восток называется. А все это вообще, как вот у нас есть такое понятие физико-географические страны. У нас там 13, по-моему, их по России. И там, ну, грубо говоря, разделена Россия на вот эти 13 этих. Это как бы территории со своими особенностями, отличающимися там от других территорий. И вот это наши Становой хребет и продолжение аж до Охотского моря относятся к физико-географической вот этой стране, в которую Байкал включается, там вот эти восточные Саяны. И вот это вот оно, ну, как видно, вот разлом там или что, вот это горная гряда. И оп. Ну и, грубо говоря, свои природные особенности, высоты там примерные, там флора, фауна. Как бы все это обобщено. Ну, не знаю, это так делят ученые или кто. И, в общем, там водораздельный хребет этот. И вы на него все время с Амурской областью на подъемте, выше, 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 все. Со Станового хребта уже начинается, получается, как Алданское Нагорье. На Алданском Нагорье как раз Титы находится. Тит, на самом деле, перевал, по-моему, название у него вот этой горы, которая, как вы идете на Якутск, будет справа. Я уже забыл название, ну, как-то из двух слов. Называется как-то эта гора. У нее свое название, Тит, нет. Там, получается, река, по-моему, или что-то такое, или ручей так называется, вот и перевал так назвали. Ну, могу ошибаться, что-то надо уточненная информация. Ну все, мы едем, вот тут объезжаем, вот такие вот всякие, вот вроде нормально, а раз нет куска асфальта. Скорость, так я тут на педаль еду, круиз не включаю, потому что все время ямы какие-нибудь. А расход у нас вот от Москвы все растет и растет, уже общий стал за 7142 километра мы проехали, стал 37,4. Ну а тут, я вам говорил уже, вот за последние 463 километра расход 47,8 уже. Ну, дают себе знать, получается, рельеф такой неровный, плюс волны на дорогах не дают там раскатываться. Так бы, наверное, можно было бы тут держать в районе 40, если бы раскатываться, газ в пол, до полподъема хотя бы. А тут, получается, вниз мост, раскакал и идешь на тяжечку. Ничего не скользко, все сухо. Мороз тут уже стал минус 26 сейчас. Пожалуйста, проехали с вами, вот сколько мы там, 9 минут. За 9 минут на 9 градусов. Ну, низ вверх влияет. В низине холоднее, наверх поднимаешься теплее. Вот, ни одной машины, 10 минут.
сейчас, так как камера рубит все у меня по 11 минут 51 секунде на файлы. Так что такое короткое включение, да. Кстати, про черный квадрат. Стекло холодное, пытались его там канцелярским ножом и чем только не это. Оно, этот двухсторонний скотч стал как камень. Так что до лета любуемся им. 1000 извинений. Ну, это я не буду фокусировать, как бы так вот, если прямо смотришь, он вроде как боковое зрение уже мы-то привыкли, а в кадре он, конечно, мешается. А я раньше на него вот так телефон крепил, чтобы была картинка в картинке. Вот там в кинорежиме мне снимает телефон сразу, без всякого монтажа, типа в две стороны. Вот третье положение. А, ну тут короткий спуск, в принципе, можно и не сбавлять, но там знак был предупреждающий. Ну, в общем, вот такая вот у нас тут атмосфера. Посреди ночи нам не спится, катим потихонечку. Скоро самое интересное начнется, в общем. Всем, как говорится, давайте удачи. Для общего представления вам показал.